На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем в этом выпуске. Интересно не только нефть. В Казань прибыла делегация из Ирана. О перспективах сотрудничества Александра Севастьянова. О зарплате, которую прибавят, и долгах, которые надо платить. Никаких вольностей. Чудес не бывает. С какими финансовыми показателями республика подошла к середине этого года, расскажет Дмитрий Аринин. Новая напасть. Если мы сейчас их потеряем, восстанавливать это трудно. Это надо года 3, 4, 5. Где бьют тревогу ветеринары и от чего пора спасать скотину. Елена Веселова. Наши нефтяники будут работать на месторождениях в Иране. О такой договоренности сегодня заявил Рустам Минниханов. Кроме того, к сентябрю в Казани по улице Зорге появится иранский торговый центр. Перспективные направления сегодня обсудили в рамках Татарстано-Иранского делового форума. О чем удалось договориться, знает Александра Севастьянова. Веб-сайт – это информат, это мобильное приложение, это колл-центр. Вниманию делегатов технологические достижения республики. Почти 2 миллиона пользователей зарегистрированы на портале госуслуг Татарстана. Планы к концу года выйти на 100 миллионов фактов оказания услуг. Нефтяная отрасль Татарстана Ирану хорошо знакома. А вот область высоких технологий решили узнать получше. Отчасти именно поэтому встречу провели в IT-парке. В планах посетить и Иннополис. Особый интерес вызвала компания Эйдос со своими медицинскими симуляторами. Укрепить связи хотят и в сельском хозяйстве. Иран – это родина прекрасных фруктов, сухофруктов, которые широко востребованы у нас в Татарстане. Сейчас главное правильно договориться о логистических цепочках, чтобы продукция сельхозпредприятий Ирана не была слишком дорогой. В ответ иранские предприниматели хотели бы заняться переработкой татарстанской сельхозпродукции. Как сегодня о торговом обороте с Ираном высказался Рустам Минниханов. Цифра пока небольшая, но динамика позитивная. Татарстан заинтересован в том, чтобы зарубежные компании в качестве стартовой площадки для работы на российском рынке выбирали нашу республику, Республику Татарстан. Особую значимость сотрудничеству добавляет религиозный аспект, отмечают иранские спикеры. Им, как Исламской республике, приятно работать с Татарстаном. У нас скоро пройдет крупная мусульманская торговая выставка, особенно по халяльной продукции. Мы предоставим вам выставочную площадку для того, чтобы у вас была возможность представить свою продукцию. Встреча продолжилась в Казанском Кремле. За круглым столом стороны обсудили результаты и планы. С Ираном уже сотрудничают Казанский вертолетный завод, КАМАЗ и Татнефть. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,5 раза. Есть куда двигаться дальше. Что касается работы компании «Татнефть», есть предварительный документ с государственной компанией Ирана, значит, возможности работы наших нефтяников на одной из месторождений. Эта работа тоже прорабатывается. Состав делегации, в который мы приехали, это более 40 человек. Свидетельствует о разносторонних интересах нашей делегации. Надеемся, что этот визит принесет конкретные результаты. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Александра Севастьянова, Данил Филатов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Динамика позитивная, но теперь главное ее сохранить. В Доме правительства во главе с Рустамом Миннихановым сегодня подвели финансовые результаты этого полугодия. Так, бюджет республики пополнился на 130 миллиардов рублей. Почему денег могло быть больше, кому теперь ждать прибавку к зарплате, отчего третий квартал налоговики и финансисты ждут с тревогой и мобилизуют силы, узнал Дмитрий Аринин. Макроэкономические показатели республики показывают неплохую динамику. В общем, дела идут в гору, но в некотором нужно засучить рукава. Хотя в этом полугодии налоговики собрали больше денег, чем ранее, но финансовый поток мог быть еще больше. Куда утекают финансы, как пустить их в нужные русла, сегодня докладывали президенту. Сумма убытков организации, исчисленная при налогообложении, возросла более чем в 4 раза.
и составила 97 миллиардов рублей. 80 миллиардов рублей всех исчисленных убытков приходится, к сожалению, на банковские организации в связи с отзывом у них лицензий. Налоговикам вкупе с судебными приставами и прочими ведомствами предстоит крепче взяться за тех, кто не платит налоги. Общий долг перед бюджетом республики вырос, перевалив за 8 миллиардов рублей. Примерно на такую же сумму ряд крупных предприятий республики сократили отчисления по налогу на прибыль. Снижения ждут и в будущем. Это связано ряд объективных причин. И то, что на федеральном уровне налогообложения изменился, и ряд факторов, которые имеют место, это связано с курсовой разницей. При этом неизменным курсом в республике остается выполнение майских указов. По ним в этом году ряд бюджетников получит прибавку к зарплате. Она приблизится к средней по республике. По этому и другим вопросам Рустам Минниханов призвал всех соблюдать жесткую финансовую дисциплину. Обращаю внимание глав муниципалитетов на недопустимость необоснованно увеличение расходов, которые приводят к образованию бюджетного дефицита. Здесь Минфин республики должен данный вопрос держать жестко на контроле. Никаких вольностей, чудес не бывает. Деньги появятся, никуда эти деньги ваши не уйдут. Раздувать бюджет не следует. Еще, как подытожили, сейчас финансовая система республики работает успешно. И как знак этого, сегодня Радика Гайзатуллина наградили медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Самолеты будущего. Сегодня в подмосковном городе Жуковском продолжает свою работу международный авиационно-космический салон МАКС-2017. Предприятие республики также на нем представлено. В копилке татарстанской делегации уже есть подписанное соглашение о сотрудничестве. Сюжет готовится к эфиру, а пока к другим новостям. Шквалистый ветер пронесся накануне по Татарстану. В селе Урахча Рыбнослободского района снесло кровли школы, 2 магазинов и Дома культуры. Отключилось электроснабжение. Без света остались 419 человек. Пострадавших нет, электроснабжение везде восстановлено, сообщает МЧС. В соцсетях накануне появилось и видео, как под напором ветра рухнул минарет мечети в деревне Большая Меша Тюлечинского района. Также сообщают и о гибели от удара током стада коров в Алькеевском районе. Ряд СМИ сообщает, что ущерб предприятия, которому принадлежали животные, составил свыше 700 тысяч рублей. Однако в исполкоме района эту информацию по телефону нам не подтвердили. На ближайшие дни синоптики обещают нам вновь грозы и дожди. К другим темам. Настоящим хэппи-эндом в Бугульме закончилась история клиента фонда социального страхования. Мужчина из-за травмы на работе чуть не лишился глаз. Но, обратившись к страховщикам, получилось не только почти вернуть зрение, но и обрести семейное счастье, супругу и ребенка. Как такое возможно, узнала Файруза Мазитова. У нас маленькое счастье вырастает, и зовут его Булатик. Сейчас, как говорит Ринат Абдулов, он счастливый семьянин. А все началось с нерадостного события – травмы глаз на работе. Руки мужчина не опустил и обратился в фонд социального страхования. На выделенные деньги прошел лечение и получил средства реабилитации. Зрение частично вернулось. Так он устроился на другую работу и встретил будущую супругу. Недавно в семье родился ребенок. Сейчас Ринат Абдулов намерен получить еще одну профессию. В дальнейшем мы планируем учиться, ехать в Кисловодск на массажиста. Так получить помощь могут все люди, попавшие в схожую ситуацию. В фонде социального страхования на это деньги есть. В 2015 году была запущена программа реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Каждый гражданин, официально устроенный на работу, является застрахованным от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. На сегодняшний день в Республике Татарстан застрахованными являются почти 1,5 миллиона человек. Сегодня помощь в рамках программы получают 12 тысяч татарстанцев. В прошлом году фондом соцстрахования на это было выделено более 1,5 миллиарда рублей. Файруза Мазитова, Дмитрий Аринин, ТНВ, Бугульма. И возвращаясь к международному авиакосмическому салону, по 3-4 военных самолета в год к 2021 году будут выпускать на Казанском авиазаводе. В подмосковном Жуковском продолжает свою работу МАКС-2017. Подробнее о новостях татарстанских производителей, о том, что значит аэротакси, в репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалиевой. Видеть, оценивать и учиться друг у друга участники международного авиационно-космического салона будут до конца текущей недели. Насыщенная программа, более 7 сотен участников из 30 разных стран. Ключевые регионы России также представлены. Татарстан и в этом году показал миру свои новые разработки, в том числе в вертолетостроении.
Вот, например, свежая татарстанская разработка «Беспилотник с радиоуправляемой камерой» внимательно следит за тем, как работает наша видеокамера. Можно еще как сделать? Он может захватить цель, и, соответственно, вы будете перемещаться, он будет за вами перемещаться. Производители новинки. Казанский завод электроприборов привезли на МАКС свой товар и выставили его лицом. Самая передовая сейчас это гиростабилизированные платформы, которые мы представляем. Они есть как на импортных комплектующих, так и на отечественных. Есть приемкой ОТК, также с военной приемкой. Эта конструкция применяется для стабилизации и определения угла поворота объектов в пространстве. Свои разработки представили и другие татарстанские предприятия. Например, казанский ГИПРОНИИ «Авиапром». Сложное название и такие же сложные ответственные проекты. Хотелось бы увидеть самолет МС-21. В средствах массовой информации говорится о том, что он уже на сегодняшний день летает. Почему интересно? Потому что производство крыла этого самолета, фюзеляжа производится на предприятиях, запроектированных нашим институтом. На сегодняшний день они функционируют, введены в эксплуатацию. Это предприятие в Казани. Магистральный самолет 21 века. Российская новинка, презентованная публике в мае этого года. А вот эти сельскохозяйственные самолеты будут применяться в России для опыления полей. Накануне Татарстан и корпорация Ростех заключили соглашение о сотрудничестве в реализации пилотного проекта по созданию системы авиахимработ для обеспечения продовольственной безопасности. Еще один серьезный проект по линии оборонного заказа. Через 4 года Казанский авиазавод начнет делать по несколько бомбардировщиков Ту-160М2 в год. А для гражданских лиц другая хорошая новость. От московских разработчиков они приступили к созданию аэротакси, которое выглядит как дрон и сможет перевозить людей, паркуясь на общих автостоянках. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ирашов, Марат Закиров, ТНВ, Московская область, Жуковский. Вы смотрите новости Татарстана, и пока это не все новости. Он ушел, но дело живо. Любой мусульманин в России так или иначе сталкивался с трудами волевых аграров. Как в Татарстане прошла годовщина гибели Валиуллы Якупова, увидел Рамиль Шайдуллин. Судя по окрасу, содержание кислорода в норме. На ежедневном патрулировании реки Казанка побывала Эльмира Шеварданова. Молодежную программу республики ждут изменения. Свои наработки по ней сегодня представили председателю Госсовета, лидеры молодой гвардии. Активисты также презентовали спикеру парламента 3 республиканских и 5 федеральных проекта, которые реализует молодежь Татарстана. Фарид Мухаммедшин высоко оценил деятельность молодогвардейцев и пообещал поддержать их лучшие работы. Очень интересные молодые ребята и девушки, которые представляли сегодня проекты, показали их искреннюю заинтересованность. Я рассказал о том, что мы по поручению Совета Безопасности работаем над программой молодежной, которая в республике есть и действует. 5 лет сегодня исполнилось со дня трагической гибели Валиуллы Якупова. В июле 12-го он был смертельно ранен у своего подъезда. Каждый год в годовщину смерти экс-заместителя муфтия его вспоминают религиозные деятели Татарстана. Жизненный путь и труды, а это больше 100 своих и 1000 переведенных работ, вспомнили и сегодня. 19 июля – черный день для большинства из них. Те, кто сегодня пришел на общую молитву. Молитву в память о Хазрате Якупове, о том, кто всю жизнь до последнего занимался просветительской деятельностью. В то время, когда не было возможности, кроме Корана ничего не печаталось, не было доступа к религиозной литературе. У многих, хотя и дешевая литература была, то есть каждый ее мог приобретать. И я даже помню, что мы в детстве приходили, книга была недорогая, любой ребенок мог себе позволить. Эффект многолетней работы оценивает муфтий. Считает, что так или иначе труды Валиуллы Якупова помогли каждому российскому мусульманину. До последнего дня заместитель муфтия стоял за традиционный для страны ислам. К тому же призывал и всех. Нужно изначально возрождать свою религию, свой язык, свой народ. Издатель, имам, режиссер, преподаватель, заместитель муфтия Татарстана. Он торопился жить и погиб внезапно. В июле 12-го от пули неизвестного у подъезда своего дома. Ярый противник радикализма. Таким остался до последнего вздоха. Пока человек ту миссию, которую на него Господь возлагает, не выполнит, Господь его не забирает, ибо таковы правила. Раз в год над могилой Валиуллы Якупова звучат аяты из Корана. И это тоже правило. Правило друзей и соратников. Тех, кто разделял и разделяет его видение ислама в Татарстане. Рамиль Шайдуллин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.
К другим темам. Новая напасть подбирается к границам Татарстана. Крупнорогатый скот вновь в зоне риска. В соседней Оренбургской области введен карантин. Нодулярный дерматит приводит к бесплодию и смерти. Есть опасения, что опасность не за горами, и болезнь может проникнуть и в республику. На границе с Оренбуржьем побывала и наша съемочная группа. От Оренбурга до Спасского села в Бугульминском районе рукой подать. Но никто не подаст руки помощи, если коровы вдруг заболеют, боится фермер Фанис Исаев. У пенсионера 3 буренки, они же главные кормилицы. Страшновато, конечно, если это грибковое заболевание, это обезножение. Если мы сейчас их потеряем, восстанавливать это трудно. Это надо года. 3, 4, 5. Ветеринары района знают, чем грозит болезнь. Животное покрывается гнойными узелками, перестает доиться и плодиться. В отдельных случаях доходит до слепоты. Поэтому сейчас они сами беседуют с владельцами и следят за состоянием скота. Просьба у нас к ним еще такая, то что при завозе скота вообще не обязательно там с Оренбургской области, всегда консультировать с государственной ветеринарной службой. Проникни в район нодулярный дерматит и может скосить больше 6 тысяч голов. Поэтому оградить бугульминцев от болезни – задача номер 1. На трассах между районом и карантинной Оренбургской областью уже особые посты. Мы поставили вот автомашину ДУК и нашего инспектора, закупили средства, это каустическая сода и Верашел для обработки автомашины. Сегодня в республике ни одного случая заражения, но угроза реальна. Такие же посты на трассах Москва-Челябинск и Казань-Оренбург, откуда болезнь может добраться и просто с транспортом, под особым контролем и Бавлинский район. Елена Веселова, Рамиль Шайдуллин, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Бугульминский район. До конца года в Татарстане появится 56 новых зон отдыха. Об этом сегодня сообщил Алексей Песошин на заседании Президиума Кабинета Кабмина Республики. 2016 стал годом водоохранных зон. За это время благоустроили более 20 водных объектов. Премьер-министр напомнил, что по указу Рустама Минниханова 2017 в Татарстане не только год экологии, но и общественных пространств. И работа по благоустройству продолжается. Поставили пробу. Журналисты сегодня стали свидетелями химической реакции. Экологи провели экспресс-анализ на реке Казанки. Такой забор воды они делают ежедневно. Что показали пробы сегодня и можно ли купаться в Казанке, расскажет Эльмира Шаймарданова. Ну не боюсь, а что делать-то? Жарко же. Вот посмотрите, сколько здесь людей-то. Все купаются. Грязная. Грязная вода. Чистая вода, песок чистый. В жаркий июльский день сложно удержаться от приятной прохлады, тем более, если пляж в черте города. А вот экологи о чистоте не гадают, а знают точно. Они ежедневно делают пробы воды. Проводится обследование береговой полосы, смотрится соблюдение требований, то есть именно обращение с ходами производства и потребления, а также движение и стоянка автотранспортных средств в границах водоохранной зоны. Полученный осадок оранжевого цвета, а это первый признак того, что биохимические процессы идут хорошо. И река способна самоочищаться естественным способом. В год экологии пристальное внимание к состоянию воды. Судя по окрасу, содержание кислорода в норме. Это тяжелая артиллерия экологов, плавучая лаборатория. Судно «Флагман» 21 год следит за артериями республики, курсирует по рекам Татарстана. Оснащена по последнему слову техники. Мы обходим контрольные створы, отбираем пробы воды для детального анализа и всю информацию считываем в режиме реального времени с помощью вот этих экспресс-датчиков. Сердце судна – лаборатория химического анализа. Здесь с помощью 6 проточных инжекционных анализаторов определяют анализ состава воды. Сегодня все в норме. Основной урон природоохранной зоне наносят не люди, а предприятия. Обнаружив нарушителей, экологи не только штрафуют их, но и предписывают реконструировать очистные сооружения. Эльмира Шаймарданова, Амир Залюшев, ТНВ «Казань». Свой фирменный бренд, а это значит логотип, суверенную продукцию и систему навигации обретет парк «Черное озеро» уже этой осенью. Подробности стали известны несколько минут назад. В парке сейчас проходят презентации. Еще в апреле был объявлен конкурс на разработку бренда. Кто стал победителем, знает Аделя Коломиец, ей слово. 4 месяца отборочных этапов, почти 100 участников. В финал проходят только 6. И 6 часов жюри совещаются. Вердикт неожиданный. Первое место получила команда агентства Эдворм и партнеры.
Неожиданно, потому что победили сразу 3 команды. Практически единогласно жюри признали лучшим проект агентства «Эдворм» и партнеры из Москвы. Компания предложила графическую систему, где традиционный татарский растительный орнамент переосмыслен в современных тенденциях графического дизайна. Вот только работать команда профессионалов будет не на территории парка «Черное озеро», а по всей республике. Идея должна быть растиражирована, посчитали жюри. Влияет на все, конечно же, коммуникационная система и широта ее возможностей. Те приемы, благодаря которым вы вдруг начинаете подсознательно узнавать тот или иной бренд. И, конечно же, в этом смысле, что первое, что второе место дали очень качественный результат. Контракт на доработку и развитие брендбука «Черного озера» по техзаданию получило бюро «Супермаркет». У них история парка сочетается с современным ритмом жизни. Понятие симметрии и отражения, метафора бренда «Загляни в Черное озеро, и ты откроешь что-то новое». Не осталась в стороне и команда из Казани. Она тоже была отмечена спецпризом. Ребята будут заниматься реализацией фирменного стиля паркового кафе. У парка даже внутри есть разные сущности, есть разные зоны с разными задачами. Есть лекционный какой-то кусок, есть прогулочный. Бренд парка должен отражать его историю, иметь свой логотип, навигацию, отвечать актуальным тенденциям в сфере дизайна и коммуникаций. У «Черного озера» также появится своя система навигации и сувенирная продукция. Все это мы увидим уже этой осенью. Аделя Кламиц, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Любовь и уважение – залог крепкой семьи и счастья. Так считают супруги Хабировы и села Татарский Шуран Муслюмовского района. Вместе они уже 45 лет. В рамках нашего проекта в объективе ТНВ «Большая семья» мы побывали в гостях у дружного семейства. Назира и Фирая Хабировы с радостью встречают гостей. Для детей, уже покинувших родной дом, для внуков, соскучившихся по бабушкиным пирогам, эти встречи такие же долгожданные. На этот раз многочисленная семья собралась по случаю 78-летия любимого папы и дедушки. А какой же праздник без музыки? Супруги сами выросли в многодетных семьях. Назиру едва исполнилось 2 года, когда отец без вести пропал на войне. Рано начала трудиться и Фирая, выросшая среди 6 братьев и сестер. Да и дальше, идя вместе по жизни 45 лет, им пришлось преодолеть немало трудностей. Помогало в этом взаимопонимание и, конечно, любовь. Надо самому быть хорошим человеком. Тогда и жена будет хорошей, и дети вырастут хорошими. Чтобы хорошо воспитать детей, нужно, чтобы родители были примером. Надо жить мирно. Оттого и дети выросли хорошими и помогают всегда. Сегодня Назир, Ага и Фирая погордятся своей большой семьей. 8 детей, 13 внуков и правнуков, выросшие в любви и согласии. Как только каждые выходные стараемся приезжать, и детям свежий воздух, и подмога родителям. Радость, как счастье, наверное, счастье вот это самое, что родители так встречают, когда мы с города приезжаем, провожают также, помогают нам до сих пор. Несмотря на преклонный возраст, держат скот, гусей, птиц, большой огород. Без помощи детей уже не обойтись. Вот и сегодняшний семейный сбор совпал с горячей порой заготовки кормов. Поэтому после праздничного застолья женщины отправились на грядки, а мужчины на сенокос. Когда все вместе, работа в удовольствие. Айгуль Бадрудинова, Светлана Звонарева, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Муслюмовский район. Пока на этом все. Эфир продолжит программа «Вызов 112». Следующий выпуск в 21:30. До встречи. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Весь июль Мебельград возвращает деньги за покупку до 100% от чека. Только до конца июля. Лада Гранта с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». Ура! Каникулы! Не надо учиться! Я иду в дельфинарий! Дельфинарий в Набережных Челнах 70 16 42. А теперь и в Казани на Декабристов 1 523 83 94. Всей семьей на бранче в Корстон. Развлечения, аттракционы, мастер-классы, шведский стол, любимые напитки приносите с собой. Каждую субботу и воскресенье встречаемся в Корстон. Подробности 279 30 79. Бранч, поздний завтрак, 0+. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 278 33 33. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru. Ой,
Слушай, а давай я тебе помогу. Давай. Ну вот, теперь как новенький. А где ты так ловко научилась? Мама научила. Оп! Оп! А этому папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Болгар радиосы концертлар сезонын ача 30 август пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадыбызның якты йолдызлары Хәмдүнә Тимергалиева, Хәния Фәрхи, Венера Ганиева, Расим Низамов, Резида Шарафиева, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Зөфәр Хәйретдинов, Ришат Төхвәтуллин, Сирина Зәйнетдинова, Филүс Каһиров һәм башкалар. Махсус кунаклар Альберт Асадуллин, Ринат Ибраһимов һәм Илмира Калимуллина. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Башлана 18 сәгатьтә. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Интрига в зачете грузовиков сохраняется. Караван ралли «Шелковый путь» прибыл в китайский город Дуньхуан. В этот раз погода не внесла сюрпризов, зато неожиданности были на трассе. В категории грузовиков лучшее время показал Эдуард Николаев, чем порадовал своих болельщиков. Он занимал вторую позицию в течение этапа, а к финишу обогнал главного соперника камазовцев чеха Мартина Коломы. По результатам заключительного этапа в турнирной таблице произошли изменения. В лидеры выбился экипаж Дмитрия Сотникова. 15 минут и 12 секунд от него отстает Антон Шибалов. Тройку призеров замкнул действующий победитель ралли Айрат Мардеев. До финиша осталось не так много времени. 22 июля в Сиане узнаем имена победителей ралли «Шелковый путь» 2017 года. Джипы были побыстрее грузовиков. Старались ловить свой темп, получать удовольствие. Мне очень понравились некоторые дорожки, очень было извилисто. Было, в принципе, все, и бугристо, и бездорожье, и камни. Было где потерять, но старались очень аккуратно и в то же время быстро проехать без потерь. Гильермо Катунью покидает Рубин. Об этом сегодня сообщил официальный сайт казанского клуба. Контракт расторгли по соглашению сторон. Катунью перешел в Рубин в феврале 2015 года из уругвайского клуба «Данубио». 9 марта дебютировал в премьер-лиге в матче с Тульским Арсеналом. Казань в ожидании авиашоу Red Bull Air Racing. Соревнования пройдут 22 и 23 июля на акватории реки Казанка. В настоящий момент в городе заканчивается подготовка трассы и оборудования для проведения авиашоу. Всего в гонке будут задействованы 14 пилотов мастер-класса и 6 челлендж-класса. Цель пилотов – как можно быстрее преодолеть трассу, при этом пытаясь избежать штрафов. Спортсмены в ходе гонок будут пролетать мимо пилонов высотой 50 метров, установленных на воде. Они должны будут долететь до моста «Миллениум», развернуться и финишировать у Ленинской дамбы. Авиашоу проходит каждый год в самых разных уголках мира – Эмираты, США, Япония – и собирает миллионы зрителей. Россия примет старты впервые. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Завтра в Татарстане будет малооблачно и тепло. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, осадки маловероятны. Ночные температуры плюс 13, днем 26 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой летний дождь. Ночные температуры плюс 15, днем плюс 26. На севере Татарстана, Агрызе, Актаныше, Менделеевске возможны кратковременные дожди. Ночью плюс 13, днем до 26 градусов выше нуля. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси малооблачная погода и без осадков. Ночью плюс 14, днем 25 градусов. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ночью плюс 13, днем плюс 25. В центральных районах республики также будет малооблачно, но без осадков не обойдется. Ночью плюс 15, днем 26 градусов. В последующие дни температуры станут немного ниже. Будет пасмурно и пройдут дожди. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и формы для хлеба.
Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. Завтра в Казани будет малооблачно и без осадков. Ночные температуры плюс 16 и 18, днем 25-27 градусов. Ветер западный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.